выпуск новостей. В студии Лайва Катаева. Здравствуйте. Сначала коротко о главном. Им не хватает воздуха. Жители 9-го участка надеются на решение проблемы. В надежде услышать звуки мира. Отобрали детей не только на оперативное лечение, на стационарное дообследование. Чеченские дети пройдут лечение в Астрахани. Следующий шаг – школа. Я не хочу уходить из садика, не хочу прощаться со своей воспитательницей. Выпускники детских садов покидают уже родные стены. Одна из самых обсуждаемых тем последних дней – приезд в республику руководителей ведущих российских СМИ. Московские гости в ходе большой пресс-конференции смогли задать десятки вопросов Рамзану Кадырову. Насыщенная программа делегатов включала и посещение могилы первого президента Чечни. Руководитель информагентства Итартас еще до приезда в республику попросил организаторов включить посещение кладбища в программу пребывания. Гостей сопровождали представители властей и богословы. Они прочитали дуа над могилой Ахмата Хаджи Кадырова. От имени родственников, от имени главы, всех родных и близких, соратников, хотелось бы выразить вам благодарность за то уважение, которое вы проявили, и придя на могилу Ахмата Хаджи, человека, лидера, который, без преувеличения спас, конечно, наш народ. Самый тяжелый момент, когда трудно было представить, что можно найти какое-то мирное решение. Если он не был бы, не знаю, что с нашим народом был бы. И про него говорить не устанешь, там много-много чего, тысячами летами можно говорить. Спасибо, что вы посетили могилу. Мы благодарны вам. Генеральный директор старейшего информагентства страны ответил, что деятельность Ахмата Хаджи Кадырова на посту президента Чечни всегда вызывала уважение. То, что он сделал для региона и всей страны, мы видим сегодня своими глазами, говорит Сергей Михайлов. Ахмат Хаджи был великим политиком, тонким, умным, который видел на много лет вперед, который много больше всех сделал для республики. Он был близким другом журналистов. Он очень часто бывал у нас в информационном агентстве Итартас, когда был в Москве, много там выступал. И вообще удивительное количество всего ему удалось сделать. Изменение русла реки, строительство дамб и мостов – это еще не весь перечень работ, которые необходимо провести для строительства новой комфортабельной трассы Грозный-Шатой и Тумкали. Вице-премьер правительства и министр автомобильных дорог выехал на место будущей дороги, чтобы проверить ход работ. Хазур Керимов продолжит. Сегодняшняя инспекция Абубакара Тумхаджиева затронула сразу 3 района. Предварительное обследование будущей трассы Грозный, Шатой и Тумкали он проводит вместе со специалистами Минавтодора, главами сел и муниципалитетов. Здесь надо предусматривать подборку, там внизу надо есть дождь, Возведение дамб, изменение русла реки и выпрямление дороги. Предстоит немало работы. В проекте этой трассы должно быть и строительство нескольких мостов, один из которых соединит берега реки Чанты-Аргун, таким образом связав села Шатой и Верхние Варанды. Вице-премьер и главный автодорожник республики изучает каждый сложный участок. Главная задача Минавтодора сегодня – обследовать варианты проектируемой трассы в обход населенных пунктов. Проблему создают и оползни. Северная сторона Чего неустойчивы, ползучие грунты? Ползучие, ползучие. По-любому свай, что еще. Не соки хаду дышу. И конечно, что гатцы деши. Аргушион, комети вот эти люди. Да? И что это они? И до давай крутого его. Лахин лабе, не сдия дойду, конечно, мет хедида догер хадойду.
Дорогу, объединяющую столицу республики с горнолыжным курортом Ведучи, планируют проложить в обход высокогорных сел Ярышмарды, Зоны, Шатой, Нехлой, Какадой и Итумкали. Последним, кстати, тоже построят мост в несколько сот метров. Грозный Шатой и Тумкали нет, Рамзан Ахмадович дал поручение, каждый метр, каждый километр выбор трассы, ауш местный глава администрации, глава населенного пункта, улиц Хулбака, сделал поручение, тоннели езер, рельеф халил сметки, поэтому массация догадываешь, лаушься, бакишна, это волею, чаурня, бакиш. После обследования горных дорог Абубакар Тумхаджиев направляется в Улускерт, чтобы проверить работы по строительству моста через реку Вашендарой. Руководитель подрядной организации рассказал вице-премьеру о том, что еще предстоит сделать на этом объекте. Максимум весит, максимум. Уже на обратной дороге Абубакар Тумхаджиев побывал в Грозинском районе, где продолжается восстановление дорог. Более 100 единиц спецтехники задействовано в укреплении земельного полотна, строительстве искусственного сооружения, а в некоторых местах идет подготовка оснований под железнобетонное покрытие. Алхазур Керимов, Муслим Типаев, Джамал Хаджалиев. Новости. От предупреждения к действиям, описи, арест имущества, ограничения прав на выезд за границу, удержание заработной платы и других доходов. Такое будущее ждет коммунальных должников. Работа по взысканию задолженности усилена. В чьи двери постучали судебные приставы, сегодня расскажет Элина Дадаева. Визит таких гостей, конечно, никого не радует, особенно коммунальных должников. Взыскание задолженностей по всем категориям исполнительных документов – такова задача судебных приставов. От 9 января 2013 года задолженность по МУП и РКЦ коммунальные платежи составляет 18 449 рублей, 0,4 копейки. Вы говорите, вы оплачивали, да? В ходе рейдов, как правило, не обходится без спорных моментов, хотя неплательщиков заблаговременно уведомляют. Если к установленному сроку сумма не погашается, то применяется мера принудительного исполнения. Это опись и арест имущества, ограничение права на выезд должников за пределы России, удержание заработной платы и других доходов. Задачи сейчас перед службой поставлены до конца этого полугодия, то есть до завершения июня месяца, чтобы мы могли максимальное количество документов, которые к нам поступают, у нас сейчас уже более 4000 документов, чисто по жилищно-коммунальному направлению. Мы планируем до конца полугодия окончить их. Есть и те, кто с пониманием относится к визиту подобных гостей. Многие обязуются в срок погасить задолженности. В основном жильцы ссылаются на нестабильный доход. Проблему создают и должники, которые живут не по тому адресу, где зарегистрированы. На поиски этих людей уходят дни. Долги, дела. Просто имущество, работа по взысканию задолженности активизирована после поручения главы республики. В рейдах участвуют и не только судебные приставы-исполнители, но и весь личный состав управления. За считанные дни рассмотрены более 800 поступивших документов. Из них 300 обработаны, остальные на стадии решения. Элина Дадаева, Халид Мосаев и Тамерлан Арсанукаев. Новости. От ядовитых испарений нефтяных отходов страдают жители поселка 9-й участок на окраине Грозного. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии уже провели анализ почвы и атмосферы в этой зоне. О результатах исследований и путях их решения. Репортаж нашего корреспондента. 6-летняя Ясмина Ибрагимова живет в большой семье на 9-м участке Грозного. Последний год родители девочки стали наблюдать у нее частые одышки и глубокие кашли. В этом году она уже 3 раза падала в обморок. Полгода назад родители возили свою дочь на лечение в Ставрополь, но в последние дни здоровье ребенка снова ухудшается.
Цигацар, нехватка кислорода, диагноз хватин, лечение, ну то же самое, хажмаел и дадуилокцун, и симптом штаюилокцун. Ядовитые испарения исходят с бывшего карьера с нефтяными отходами в 3 километрах от поселка. Еще с советских времен сюда сливали мазут и конденсат. После сильной жары каждое лето за последние 3 года происходит самопроизвольное возгорание нефтяных шлаков. Мы наблюдаем пары дыма. Дым несет в себе токсичные вещества, которые очень вредны для организма человека. Именно дыхательные пути поражаются, на нервно-паралитическую систему оказывает воздействие. Повышается давление у стариков, головокружение, у детей из носа кровь течет. Передвижная лаборатория экологов проверяет содержание вредных веществ в воздухе. Первые данные уже дают показания превышения угарного газа. Превышение угарного газа целого. На месте карьера берут пробы земли для стационарного анализа. Ущерб ядовитые отходы наносят не только здоровью людей. С каждым годом Превышение нормы содержания угарного газа зафиксировано и возле жилых строений. В течение недели Минприроды Республики исследует пробу земли и подготовит заключение о необходимых мерах безопасности жизни людей. Уже через полчаса пребывания на 9-м участке Грозного ощущается затрудненность дыхания. Его жители не сильно жалуются на судьбу. Все, что они хотят, это обезопасить своих детей и пожилых людей. Просто нейтрализовать или потушить очаг возгорания нефтяных отходов, которые находятся за этим холмом. Адлан Дудаев, Усым Тепаев, Аха Кантаев. Новости. Глава республики сегодня вместе с семьей побывал в Центеройском заказнике. Это единственный в своем роде природный парк в нашей республике. Его площадь около 700 гектаров. Здесь собраны обитатели практически всех континентов. Пятнистые благородные олени, африканские верблюды и индийские ламы. Прежде семья побывала в конюшне. Маленькие пони уже приучились слушать Ахмада Али и Адама Кадыровых. Маленький Адам уже умеет ездить верхом. В этой семье к бережному отношению к природе и животному миру учат с малых лет. За последние годы рядом с Центероем поселилось около 400 различных животных. Посетители парка дружно всей семьей полюбовались полями, где свободно живут экзотические для Кавказа звери. Где еще встретишь стадо оленей, верблюдов, антилоп и лам. Прогулка семьи Кадыровых продолжилась уже в госхозе Центеройский. На ферме, где содержится крупнорогатый скот, глава с детьми остановился у быка. Он уже подрос и теперь внушительных размеров. Недалеко другой загон. Здесь самые маленькие члены семьи любуются телятами. Посмотрели, в каких условиях содержится крупнорогатый скот. Стоит отметить, что глава региона не только призывает жителей развивать сельское хозяйство, но и привлекает своим детям любовь к этой отрасли. Погибшие и пострадавшие, сумма ущерба. Сообщения, поступающие из ГИБДД, все чаще напоминают военные сводки. На этой необъявленной войне также погибают ни в чем не повинные люди. Страшный ДТП накануне произошел в заводском районе Грозного. С места событий Шуди Саидов. В распоряжении телеканала «Грозный» оказалось видео с места страшного ДТП, которое произошло в поселке Андреевская долина. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, после чего машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2104. В результате ДТП пассажиры «Жигулей» скончались на месте. Водитель находится в тяжелом состоянии. Как это можно отрегулировать? Я радар уаттин, я цадин. Вишь ты бахар хош, диахар дуса. От ишизу делил, тер дюзал биси, хави энтер кант вёлш. И от суман массара ойля ез водитель, сан диахар ду. В настоящее время водитель иномарки находится в тяжелом состоянии с переломом правого бедра. Проведена экспертиза на присутствие алкоголя в крови у водителя. Однако подозрения автоинспекторов не подтвердились.
Расследование ДТП находится под пристальным вниманием Временного оперативного штаба по профилактике ДТП. По указанию главы нашей республики создан Временный оперативный штаб по снижению уровня аварийности республики, руководителем которого является Роман Алексеевич Адилов, заместитель министра. Он под особым контролем держит все эти моменты, постоянно лично выезжает на дорожно-транспортные происшествия, но сколько бы усилий мы все не прилагали к снижению этих автоаварий, результата, к сожалению, нельзя добиться, если мы не находим понимания со стороны наших водителей, наших граждан. С начала этого года в Чеченской Республике зарегистрировано 116 ДТП, в которых 55 человек погибло и 185 получили травмы. В 2012 году 138 ДТП, погибших 66 человек, травмы получили 254. Одной из причин является превышение скорости и отсутствие культуры поведения на дорогах. Вот последствия вождения лихачей. В ДТП погибло 2 человека. Хотелось бы попросить всех тех, кто за рулем, если вы не думаете о себе, подумайте хотя бы о людях. Шудин Саидов, Ибрагим Париулидзе. Новости. Астраханские медики провели прием детей с нарушением слуха в Республиканской детской больнице. Лор-врачи из научно-клинического центра медико-биологического агентства России планируют обследовать более 150 детей. После проведения необходимых процедур некоторые из них отправятся на дальнейшее обследование и лечение в Астрахань. В этом городе врачи центра окажут маленьким пациентам с заболеваниями уха, горла и носа высококвалифицированную помощь. Здесь уже пролечились 18 чеченских детей. Мы подготовили 150 детей, чтобы они осмотрели и отобрали детей не только на оперативное лечение, на стационарное дообследование и лечение наших детей. Они приехали на 2 дня. Сегодня будут целый день осматривать всех детей здесь, в Республиканской детской больнице, а завтра целый день они будут производить осмотр Республиканской клинической больницы уже взрослых. В последнее время Чечня стала своеобразным центром притяжения для знаменитостей, представителей шоу-бизнеса, ученых и бизнесменов. Напомню, на днях в республику прибыл известный телеведущий Дмитрий Дибров. Визит носит не только дружеский характер. Посетив все достопримечательности региона, ознакомившись с культурой чеченского народа и отведав национальные блюда, гость в долгу за гостеприимство не остался и дал мастер-класс чеченским журналистам. История постижения Дмитрием Дибровым чеченского народа началась с мемориального комплекса имени Ахмада Хаджи Кадырова. Телеведущий по долгу службы лишь слышал о стремительных изменениях, но решил проверить известную пословицу. Экскурсии по музею и общение с журналистами. Хоть и не на работе, но о профессиональном долге Дибров даже здесь не забывает. Вы делаете так, как надо, то, что надо. Просто конец света, как вы работаете. Молодцы, включая даже компьютерную графику. Дело только в одном. Чтобы удержать большой палец правой руки нашего зрителя на нашей кнопке. Вот и все. Сегодня у нашего зрителя, даже чеченского, 200 каналов. Там есть, мы боремся с вами с американцами, мы боремся с французами, мы боремся с москвичами. Нам нужно с вами так действовать, чтобы большой палец правой руки нашего зрителя у меня по всей стране, у вас просто останавливался на нас. Бисмилlah, скажите. Бисмилlah. Бисмилlah. Правильно сказал? Да. Я всего Аднана Саидовича. Вот если вам, коллега, нравится моя скромная работа, это я учусь у Аднана Саидовича. С вечера учусь, утром бегу в студию. Спасибо вам большое. Известный телеведущий вспоминает школьные годы на чеченской земле. Он пробует национальные блюда, да и заодно учит язык. Хоть и был давно выпускником, но с удовольствием возвращается в прошлое. Академик Ильдарханов 44 года назад вышел из стен 7-й Росмартановской школы. Хороший друг Диброва, он для него каждый день в Москве открывал Чеченскую республику. Главное напутствие от практически миллионера вполне жизненное. Дмитрий Дибров утверждает: знания бесценны. Инвестируйте в собственную голову. Вот дивиденды этих инвестиций вам всегда принесет богатство и преуспеяние, что бы ни происходило на вашем дворе. И уже позже своими знаниями сам Дибров делился с корреспондентами нашего канала. «Вечерний чай» на чеченском ТВ превратился в настоящий ужин. Телеведущий о далеких 70-х годах сегодня вспоминает с ностальгией. Для поколения того десятилетия литература – это Курт Воннегут и «Золото для чемпионов».
Несгибаемая воля к жизни чеченского народа отразилась в улицах Грозного, в улицах Гудермеса, в улицах многих. Но еще и дальше можно. Комиссионные магазины с пластинками Pink Floyd больше напоминали современные СМИ. Тогда они распространяли молодежную культуру. Спустя годы Дмитрий Дибров вспоминает знаменитую фразу «Ростов папа» и тот Ростов в 70-е. Это глушат все, кроме голоса Америки. Поэтому мы американо-ориентированы. В отличие от Москвы, где глушили все, кроме BBC. Вот они англо-ориентированы были, а мы Америка. Это означает, это прежде всего вся американская литература, это клешеные джинсы, это фильм «О счастливчик» и «Генералы песчаных карьеров». Дмитрий Дибров отмечает несколько российских праздников. Например, День филолога. Отец воспитывал его на музыке и стихах, поэтому так близки Блок и Шолохов. Чем всегда восхищался телеведущий, так это чеченской семьей, ее укладом и нравственными устоями. Они всю жизнь, несмотря на страшные испытания, знали, что у них есть 12 поколений за ними. 12, а может и 22. Это такое благо, потому что тогда ты не сможешь, например, скверно класть асфальт. Это ж ты прадеда оскорбляешь этим. Семья сильна тем, над чем не действует сила земного притяжения. Не материальным важна семья, а чем-то гораздо нематериальным, но более влиятельным, нежели, скажем, деньги или положение в обществе. Насаждайте вокруг себя жизнь, и дай Аллах вам в этом помощь. Честь имею. Кизиной Ам. Встреча со студентами нефтяного университета. За 2 дня, конечно, и не поймешь чеченской души, но попытаться понять этот народ можно. Дмитрий Дибров увез с собой не только личные встречи, воспоминания, но и память о том, что на этой земле можно жить спокойно. Левтина Бонадыкова, Ивах Кантаев. Новости. И сразу после выпуска новостей смотрите программу «Вечерний чай» с участием известного телеведущего Дмитрия Диброва. Сегодня министр внутренних дел по республике присвоил очередное специальное звание подполковник полиции начальнику отдела МВД России по Гудермесскому району Султану Айдамирову и начальнику отдела полиции номер 1 по городу Грозный Заурбеку Ирасханову. Руслан Алханов вручил новые погоны и приказы о присвоении званий начальникам райотделов. Пожелал им здоровья, успехов и оперативно-служебной деятельности на благо всей республики. Каждый второй россиянин едва ли сможет ответить на вопрос, как пройти в библиотеку. Тем не менее, в России на сегодняшний день действует 130 тысяч библиотек. Более того, они идут в ногу со временем, удовлетворяя информационные потребности пользователей, внедряя компьютерные технологии. В эти дни отмечается Всероссийский день библиотек. В Министерстве культуры поздравили работников этой сферы. Этот материал сейчас готовится. К нему мы вернемся позже. И продолжаем выпуск. В детском саду номер 112 города Грозный прошел выпускной. Казалось бы, только вчера малыши, а уже сегодня они прощаются с садом и вступают на порог школьной жизни. А волнительной и не менее ответственной, говорит Сота Киева. Первый в жизни выпускной. Дети прощаются с детским садом. Впереди их ждет школа. Белые рубашки, нарядные банты. Они даже одеты, как настоящие школьники. Сценки, песни, стихи. Ничто не нарушает эту гармонию. Если хотите в школе учиться, с азбукой надо вам подружиться. Я научу вас буквы писать. Я научу вас книги читать. Знакомство с азбукой и уроки от любимых сказочных героев. Бесшабашный Буратино рассказывает ребятам, как он собрал свой портфель в школу. Мяч, машинку, ложку, чашку, разноцветную бумажку, пирамидки, погремушки, вовсе все мои игрушки. Тут же и ответственная Мальвина. Она наставляет и учит своего друга. Ребята тоже не остаются в стороне. Как собрать школьный портфель, они показывают сами. Одним словом, выпускники доказывают, что готовы идти в 1 класс. Но есть ли у них такое желание? Я не хочу уходить из садика, не хочу прощаться со своей воспитательницей. Я рада, потому что выпускаюсь из садика, потому что я хочу в школу.
На этом мероприятии нет родителей. Настоящий праздник с их участием у ребят еще впереди. А пока места зрителей занимают педагоги, работники других дошкольных учреждений. Сегодняшний выпускной является показательным семинаром для начинающих музыкальных руководителей и методистов. В зале более 60 работников дошкольного образования. Мы хотели показать не только выпуск детей в школу, но мы также сегодня проводим метод объединения для музыкальных руководителей. Сейчас очень много открывается новых детских садов, дошкольных учреждений. Значит, в этих дошкольных учреждениях есть новые методисты, это вновь поступившие, музыкальные работники. Мы вот на этом метод объединения хотели показать, донести до них, как правильно нужно работать. Правильно организовать детей, раскрыть творческий потенциал каждого. Возможно, на первый взгляд это несложно, говорят педагоги, но на практике требует определенных человеческих качеств и профессионального опыта. Сегодняшнее мероприятие можно назвать образцовым. Каждый здесь сидящий педагог, а мы все педагоги, взяли, конечно, для себя на вооружение что-то новое, полезное и обогатили свою копилку педагогических достижений. Конечно, мероприятие было организовано на высшем уровне, а здесь были на достойном уровне организованы и дети. Сегодня оценили труд каждого. Воспитатели, повара, медсестры и даже завхоз. Слова благодарности и цветы получили все без исключения. Завершили праздник традиционно. Национальный танец в исполнении ребятишек впечатлил всех присутствующих. Лариса Салтукиева, Нурит Бекбиев, Джамиль Ахмадов. Новости. На круги своя известный поэт, художник, журналист Николай Егоров приехал на родину, в родной Грозный, с ценнейшей коллекцией картин и книг. Однако это не просто выставка. Весь материал передается в дар Чеченской Республике. Здесь же мастер под звуки лезгинки отметил свое 90-летие. На празднике побывала Мадина Гишлеркаева. Эпоху не искал свою, не выпасть не могла иная. Выставка с таким поэтическим названием открылась сегодня в Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь представлена личная коллекция Николая Егорова, состоящая из 89 картин, 400 книг и каталогов об искусстве. Выставка имеет свои какие-то определенные знамения. Во-первых, это пополнение фондов Государственной галереи, пополнение, которое сделал безвозмездно Николай Матвеевич Егоров. Коллекция имеет свою уникальность тем, что она собрана в течение 65 лет. Ростовчанин Николай Матвеевич родился и учился в Грозном. По окончании военного училища ушел на фронт, где был командиром взвода разведки. По специальности Егоров журналист и писатель. Однако он раскрыл свой талант не только в этом, но и в поэзии, прозе и в публицистике. Передачу ценной коллекции на постоянное хранение поэт объясняет желанием быть связанным с Грозным, вечной памяти. Для меня родина Чечня, Грозный. Что бы ни случилось. И здесь вот я принес с собой тонометр, доктор. Я ни разу давление не мерил. И в прошлый раз приезжал. Сегодня здесь не только открытие выставки. У Николая Егорова еще и юбилей. Сегодня ему исполнилось 90 лет. Заместитель председателя горсовета Адлан Динаев поздравил поэта и присвоил ему звание почетный гражданин города Грозный. Также от лица спикера Чеченской Республики Дукувахи Абдурахманова писателя поблагодарили за заслуги в развитии культуры страны. Почетной грамотой парламента Чеченской Республики награждается член Союза писателей России, член Союза художников России Егоров Николай Матвеевич за активную гражданскую позицию в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи. Председатель парламента Абдурахманов. Деятельность Николая Егорова – тот самый случай, когда человек посвятил творчеству всю свою жизнь. Поэт, художник и публицист и подумать не мог, что встретит 90-летие под звуки лезгинки в родном Грозном. Мадина Гишлеркаева, Муслим Типаев. Новости. Сегодня на стадионе поселка Войково прошел республиканский турнир по футболу на приз Кубка «Кожаный мяч», организованный Министерством молодежи. Он проводится в рамках всероссийского турнира юных футболистов. «Кожаный мяч» рассчитан не на профессионалов, а на дворовые команды. В полуфинал вышли две команды. Это ребята Грозненского и Шалинского районов. Здесь же прошла и финальная игра. После нелегких баталий победу одержала команда «Берт». Они же 17 июня поедут на всероссийские соревнования, которые пройдут в Краснодарском крае. Хошбал Дедаев наградил призеров и участников грамотами и ценными призами.
Я считаю, что такие мероприятия, такие турниры, кроме как самого спортивного направления, это, конечно же, молодежный обмен, знакомство друг друга, воспитание командного духа, пропаганда здорового образа жизни и знакомство, конечно же, с теми командами, с которыми они играют уже на выезде, которые потом к нам должны приезжать, и поэтому мы таким турнирам придаем огромное значение. Мы надеемся, что мы воспитаем новых, хороших футболистов, хороших спортсменов республики. На этом у меня все. Развитие событий смотрите в следующем выпуске.